Готовьтесь к весенней охоте вместе с Байнаем. Покупайте в сети Байнай Центр и получайте шансы выиграть главные призы. ПВХ-лодку с мотором и 2 квадроцикла на 400 и 700 кубов, а также бензопилы, палатки, фонари, сертификаты, много других ценных призов. Будьте с Байнаем. Друзья, сейчас я нахожусь на полюсе холода в Аймиконском Улусе. И прямо сейчас происходят съемки фильма «Великий Северный путь». За моей спиной сейчас только что приземлился квадрокоптер. Режиссер фильма Леонид Круглов и оператор воздушной съемки Владимир Филиппов. Ну, как мы здесь оказались, что мы здесь делаем, давайте посмотрим в этом выпуске. Недавно мне посчастливилось принять участие в съемках документального фильма «Великий Северный путь». Встретив Леонида и Владимира в Якутске, мы направились на полюс холода, где предстояло сделать часть съемок. Съемки в основном проводились с использованием гексакоптера, и, надо сказать, ожидали его нешуточные испытания низкими температурами. По пути следования в Аймикон мы также останавливались в интересных местах, где наши гости делали кадры для будущего документального фильма. Так, туда, куда мы едем, по планам достаточно сложно найти топливо, поэтому были загружены несколько канистр, около 100. Короче, запас есть где-то 140 литров. Ну а сейчас идут съемки. С нами едут также ребята-бэкпекеры с Владивостока. Они вот сейчас делают такое постановочное видео. Ну, впрочем, постановка постановкой, но они так и путешествуют автостопом. И их цель добраться до Аймикона. И на этом этапе пути Валентин Михайлович, глава Ичугей, поселка Ичугей, любезно согласился их довести до, соответственно, Ичугея. Ну а там уже до Аймикона практически, можно сказать, рукой подать. Вот таким вот образом ребята путешествуют. Мы путешествуем, затрачивая минимальное количество денег. То бишь мы стараемся там, ну, естественно, мы не платим за проезд, это вообще, ну, конечно, есть люди, которые могут подвезти бесплатно, как бы. Вот. Мы стараемся не платить за ночлег. Ну, на крайний случай у нас есть палатка, там мы стараемся пользоваться крайне редко, потому что, ну, на улице минус 50. Вот. И, ну, мы тратим деньги основные только на еду. Например, вот с Владивостока до Якутска я доехал за 2000. Я потратил 2000 только на еду. Вот так вот с Владивостока до Якутска можно доехать за 2000. Нормально. В планах у вас? Доехать до Магадана. Посетив Аймикон. Сейчас мы едем в Аймикон, потом мы чуть возвращаемся и едем в Магадан. С Магадана будем уже делать гидростоп, если получится, и на каком-то корабле добираться до Ванина, либо обратно в Владивосток. Ну, я ездил таким образом на Байкал. Вот со Стасом мы ездили так на ходку еще. Ну и все. Для меня это первое в жизни путешествие автостопом именно. То есть до этого я не знал ничего про автостоп, ничего, никаких навыков. Вот. Ну а теперь я думаю, что, ну, поскольку мы доехали за столь короткое время, всего лишь за 20 дней, да, мы сколько? Именно ехали мы около 8 дней. Вот конкретно сюда, вот сегодня мы в Кабиме находимся. Я даже не думал, если честно, что мы сюда доберемся. Короче, конкретно на дорогу мы потратили 8 дней. А вообще мы уже в пути 21 день, но просто мы в каждом городе останавливаемся, ходим в музеи, там театры, как бы гуляем, смотрим город, там все. Не просто так прям доехать резко до Магадана и все. Потихоньку, не спеша, там смотрим город, потом дальше едем. Ну, конкретно на дорогу мы затратили 7 дней, чтобы вот сюда доехать. Мы продолжили свой путь в сторону Аймикона, по дороге делая небольшие остановки для съемок. Одной из основных задач было заснять стойбище оленеводов. Именно туда мы и направились.
Так как в машине находится достаточно высокотехнологическое оборудование, то оно должно находиться в тепле. Ну, тут нам помог сухой тен от Webasto. Он сейчас работает, если вы ее слышите, он щелкает. Работает сейчас в салоне, будет работать до утра. Ну, а мы пойдем спать в палатку. А если честно, я бы хотел бы остаться в машине. Но надо, для истории. Переместившись в палатку, я ни разу об этом не пожалел. Печка, пока горела, давала хорошее тепло. Также я узнал достаточно интересный способ приготовления. Мясо прилепляется на раскаленную дверцу печки, и буквально через 3-4 минуты в моем северно-деликатесном рационе появились оленьи почки. Вот такой пейзаж в первый раз я вижу. Машина окружена оленями. И это не в городе, друзья. Это далеко за городом. Вот он. Размерзается чуть-чуть. Ничего себе. Хотя нет, пока нет. Неизвестно, что с ней будет, с самой линзой при таком подходе. Знакомьтесь, Себастьян. Кастомный гексакоптер. Может поднимать груз до 10 килограмм. Как сказал Владимир, пока не дашь имя оборудованию, нормально оно работать не будет. Надо сказать, Себастьян в поездке отработал на все 200%. И в обратно то же самое. Только что разработали специальную меконскую систему обогрева аккумуляторов, называется варежка. Ну, сегодня подаем в патентное бюро, в принципе, будет очень долго работать. Экран, подпитка экрана, и потом еще камеру повесим. Друзья, сегодня у нас необычный тест-драйв, очень интересное транспортное средство. Практически, можно сказать, едет по снегу лучше, чем некоторые внедорожники. И мощность ее двигателя всего лишь 1 лошадиная сила. Я сейчас говорю о санях. Так, ну что ж, давайте начнем с двигателя. Значит, расход 3 тонны за зиму. Это за сколько? За полгода, да, можно сказать? Всю зиму. Зима у нас 9 месяцев. 9 месяцев. 3 тонны сена на 9 месяцев, друзья. И то есть используется практически ежедневно. Ну не практически, а вообще каждый день. Давайте пройдемте в салон. Салон у нас достаточно неприхотливый, но тем не менее здесь используются очень натуральные материалы. Я говорю сейчас о дереве, высушенное дерево. Также смотрите, меховые сиденья, кожаные. Ну, в принципе, и все. Первая часть экспедиции в Якутию прошла очень удачно. Мы, конечно, очень сильно волновались, потому что были 2 основные вещи. Это низкие температуры, работа нашей техники и работа нас самих вообще. Как мы выдержим здесь. Мы, честно говоря, об этом с самого начала не говорили, но волновались. Техника выдержала просто великолепно. И камера работала хорошо, и квадрокоптер. И мы, вот насколько я помню, наш рекорд был съемки где-то при минус 45. И, в общем, то, о чем мы мечтали, то, к чему мы стремились, застать вот эту зимнюю сказку, застать волшебство зимы якутской, нам это удалось, по-моему. Мы сняли очень хорошие кадры у оленеводов Аймикона, на Аймиконе.
воздушных много съемок провели. В результате все очень хорошо сложилось, и получились такие очень насыщенные и экшеном, и драматизмом, и красотой кадры. В Якутии зимой именно первый раз. В принципе, опыт съемки на морозе уже бывал. Мы снимали на Таймыре при минус 30. Здесь каждый градус в Якутии, конечно, добавляет новых неожиданностей технических. В плане своего физического, наверное, ощущения холода, ничего такого сверхнеожиданного не было. А вот техника, да, постоянно было в голове мысль о том, что вот-вот что-то может произойти. Но в целом, я считаю, мы неплохо подготовились. То есть мы провели определенную работу по утеплению всего, что можно было утеплить. Ну и в процессе работы тоже пришлось придумать какие-то новые вещи, прям буквально по ходу, там, в течение каких-то считанных минут, лишь бы успеть снять этот кадр. Ну, для зрителей я бы хотел пожелать, конечно, путешествовать как можно больше, потому что, с моей точки зрения, Якутия, наверное, один из самых красивых и богатых для путешествий, с возможностями путешествий регион России. Yamaha Центр предлагает полную гамму продукции для спорта, активного отдыха и работы. Снегоходы, мотовездеходы, гидроциклы, лодочные моторы, мотоциклы, скутеры, генераторы, а также запасные части и аксессуары. Мы рады видеть вас по адресу Чернышевского, 95/2.